Воздушная трасса Аляска-Сибирь действовала с 1942 по 1945 годы как часть программы Ленд-Лиза. Она обеспечивала поставки американских боевых и транспортных самолетов через Аляску, Чукотку и Сибирь. Всего за эти годы перегнали более 8 тысяч американских самолетов, что позволило сформировать 250 авиаполков. Но из-за сложных условий любая поломка грозила экипажу гибелью. За годы войны до конечного пункта трассы Мужества не смогли долететь 150 пилотов и около 160 самолетов. Условия очень трудные были для летчиков, которые летают. Если ты на горах, чтобы спокойно перейти хребет, это Верхоянский. Летала практически на 5000 метрах в масках. Если что-то отказало, машина идет на посадку или падает. Если да, человек живым останется, никаких шансов на спасение не было, потому что кругом никого нет, продуктов нет, ну и что он долго протянет. Чтобы сохранить память о летчиках-героях, написано большое количество книг. А в целях удобного изучения истории создания воздушной трассы Аляска-Сибирь был проведен большой ряд работ по цифровизации исторических фактов и фотографий. В мультимедийной экспозиции были собраны работы исследователей и историков, видео и фото, сделанные в период того времени, а также документы, которые были подписаны в годы войны. Так, посетители могут в доступном варианте самостоятельно изучить всю информацию о трассе Мужества. Мультимедийная выставка «Трасса Аляска-Сибирь» стала новым шагом в цифровизации фондов музея и вошла в состав постоянной экспозиции музея. Мы очень надеемся, что, придя в пространство Музея авиации, посетитель помимо, я назову это общение с музейным предметом, очень многое для себя подчеркнет из мультимедийного контента. Этот формат очень удобен не только для молодого поколения, как это принято как-то воспринимать, да? Воздушная трасса сыграла большую роль для социально-экономического развития республики. По словам специалистов, создание воздушной трассы стало одной из главных составляющих для создания самых больших компаний Якутии, таких как алмазодобывающая промышленность и нефтяная отрасль. Стоит отметить, что по сей день аэропорты, построенные в годы войны для перегона самолетов, выполняют все свои функции. После войны мы что получили? 14 готовых аэропортов с инфраструктурой, персоналом. Ну и плюс 14 двухмоторных самолетов получили. И на них мы начали открывать рейсы в Москву, Магадан, столицы союзных республик. Себя начали устанавливать. Вот в этом и заключается роль Алсива для нашей республики. По итогам проведенных исследований было доказано, что если бы не воздушная трасса Аляска-Сибирь, развитие авиации республики было бы заторможено на 15 лет. Галина Чекурова, Илья Сыромятников, Якутск.